Его знакомство с нашей страной началось задолго до Отечественной войны. С Дмитрием Чепинцом служили ребята из Абхазии, которые часто рассказывали о родном крае. Страна души манила кадрового военного, но увидеть мирный Сухум ему так и не удалось. Он услышал о войне в Абхазии по телевизору, немного обсудил с женой свой отъезд, но окончательный ответ так и не прозвучал. Днем позже, придя с работы, Елена Николаевна обнаружила короткую записку. «Лена, прости, но я не могу иначе». Она поняла, он уехал защищать Абхазию. И Дмитрий действительно не мог поступить иначе, ведь всю свою жизнь был против несправедливости и насилия. Согласие, не согласие, но я пришла домой, стояла записка, и флакон валерьянки написал: «Лена, я по-другому не могу». Вот он уехал защищать детей абхазских. Больше мы его не увидели. Он сначала пропал без вести, потом нам выдали документ, что он погиб 2 июля. Вот. Потом посмертно было присвоено звание Героя Абхазии. Больше живым мужа Елена Николаевна не видела. В Абхазию после войны приезжала каждый год в надежде узнать хоть какую-то информацию о нем. Дмитрий Чепинец погиб в июне 93-го, и 24 года место его захоронения оставалось неизвестным. Я знал этого удивительного человека. Я с ним фактически познакомился во время войны в Гудаутах. И вот у нас шел доверительный разговор, и в процессе разговора я понял, что я имею дело с очень подготовленным офицером, который знал спецтактику, который знал диверсионную работу. Я просил тогда, чтобы его сдерживали, потому что у него такой порыв был, что он, понимаете, он рвался в бой, чтобы его не пускали, что этот специалист нам нужен, чтобы готовить ребят. Но он понимал, что за неделю, за месяц, за 2 недели такую группу не подготовишь, и поэтому на первую операцию он сам, как настоящий командир, как боевой офицер, он пошел во главе, чтобы уберечь ребят от опасности. Фактически он сам себя не уберег. Видите, ребята, вот такая ситуация трагическая случилась. Мне очень было больно, когда я узнал, что мы потеряли такого человека. Это, вы понимаете, те редкие люди, те иски, которые вот рядом с нами стояли, не за деньги, не за просто за идею. Они понимали, что мы сегодня находимся в меньшинстве, что нам будет тяжело выжить в этой страшной борьбе. Это один из тех, который был рядом с нами, который вот сложил голову. И сегодня я очень рад, что благодаря вот Алику, благодаря другим, что я познакомился с этой семьей и какой-то груз ответственности снял с себя, когда я увидел его дочку, внуков, и они здесь сегодня. Понимаете, это для меня очень какое-то волнительное событие, которого я долго ждал. Дмитрий по возможности писал письма домой. Мало рассказывал о происходящем, но всегда искренне верил в нашу победу. Однажды вместе с письмом он прислал домой фотографию маленькой дочери, на обратной стороне которой была надпись: «В случае моей гибели прошу похоронить меня в освобожденном Сухуме». И подпись. Это было завещание, которое семья очень хотела выполнить, но место захоронения добровольца так и не удавалось найти. Останки героя Абхазии были опознаны лишь спустя 24 года. Как Дмитрий Чепинец и завещал, он был похоронен в столице Абхазии, в том самом Сухуме, в освобождении которого он не сомневался ни минуты. Очень жаль, что его родители не дожили до этого. Они что нашли Диму, очень жаль. Мама умерла несколько лет назад, а отец на 2 года раньше. Дима погиб, и сыну было 10 лет, дочери было 3 года. Показывали по телевидению в Абхазии, и президент показывал фотографию, ее маленькую, 3 года, и на обратной стороне было написано: «В случае моей гибели прошу захоронить меня в Сухуме». Диме стоит памятник в городе Белгороде, в лицее, где он учился, и большими буквами написано «Герой Абхазии». У могилы добровольца жена, уже взрослая дочь и внуки. Сын Денис на Украине. Через несколько дней в семье Чепинец ожидается пополнение, 4-й внук. Дочь Дарья лишь немного помнит об отце. Отчетливо в памяти осталась лишь одна картинка. Она с папой выбирает куклу. Война для семьи героя Абхазии не закончилась в сентябре 93-го. Почти полвека они искали останки отца, а потом война пришла в их дом.
дом, Донецк. Сегодня Дарья живет в Москве, Денис в Киеве, но очень хочет оттуда уехать. Елена Николаевна находится то в Москве, то в Ростове у сестры. Иногда ездит домой на Донбасс. Квартиру, в которой она с мужем прожила много счастливых лет, разбомбили. Но власти оказали помощь и восстановили жилье. Но находиться там она все же не хочет. Рядом аэропорт, а значит зона повышенного риска. Раз в год семья Чепенец собирается и приезжает в Абхазию. Всегда в Сухум, который волей судьбы стал для них вторым домом. Нис Фаршба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.